Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Сегодня президент Абхазии Аслан Бжаня в онлайн-режиме дал пресс-конференцию информагентству «Интерфакс». Глава государства ответил на вопросы журналистов ТАСС, РИА Новости, Известия и даже представителей СМИ Испании и Грузии. Подробности в репортаже на Алакове. В связи с ограничительными мерами, введенными практически во всем мире ввиду распространения коронавирусной инфекции, работа на просторах интернета стала обыденностью. Сегодня прошла онлайн-пресс-конференция президента Абхазии Аслана Бжаня, организованная информационным агентством «Интерфакс». Стоит отметить, что это первая пресс-конференция президента в подобном формате. Это вчера у нас уже была большая пресс-конференция для всех представителей абхазских СМИ. Аслан Георгиевич ответил на все вопросы. Предварительно никакие вопросы не обсуждались. Это все будет в режиме онлайн. За несколько часов до начала трансляции специалисты настроили онлайн-мост с Москвой. В 12:30 президент был готов ответить на все вопросы журналистов различных информагентств, таких как «Интерфакс», ТАСС, РИА Новости, Известия, а также представителей СМИ Испании и Грузии. По технической части мы полностью использовали оборудование Абхазской гостелерадиокомпании. Взяли наш компьютер, наши видеокамеры, все это скоммутировали. Нам помогли обеспечить интернет-соединение высокоскоростное. В принципе, у нас для этого все есть. Если не будет, будем находить. Мы постарались учесть все нюансы, вплоть даже до возможного отключения электричества. Как в Абхазии справляются с последствиями экономического кризиса в связи с пандемией коронавируса? Каковы экономические отношения Абхазии с Россией? Реализовывается ли в полной мере договор о взаимном сотрудничестве двух государств? Аслан Бжаня пояснил, что из-за пандемии из бюджета республики выпадает почти 2 миллиарда рублей, и без помощи России на данном этапе не обойтись. Глава государства рассказал об итогах поездки в Москву для участия в военном параде к 75-летию Великой Победы. Президент Абхазии сообщил, что пригласил Владимира Путина и других глав государств в республику на открытие памятника летчикам, погибшим в небе над Сухумом в годы Великой Отечественной войны. Был задан вопрос и о взаимоотношениях между Абхазией и Грузией. Наша страна заинтересована в мире, но в случае необходимости готова к отражению вооруженной агрессии, сказал Аслан Бжаня. Говоря о возможных экономических отношениях с Грузией, Бжаня подчеркнул, что договор о неприменении силы – это тот документ, который даст возможность для диалога. Граждане Абхазии заинтересованы в том, чтобы у нас установились нормальные взаимоотношения с грузинским государством. Проблема же не в нас. Мы признаем грузинское государство. Мы признаем все права, которые проистекают от факта грузинского государства. Другое дело, что нас не признают. Мне непонятно, почему до сегодняшнего дня не подписано соглашение о неприменении силы в отношении Республики Абхазия. Если мир является главной ценностью для руководства Грузии и грузинского народа. Но договор о неприменении силы – это тот договор, который даст возможность для нашего возможного диалога, гуманитарного, экономического и любого другого. Президент рассказал о двустороннем сотрудничестве с Россией в военной и правоохранительной сферах. Речь также шла о работе, направленной на улучшение инвестиционного климата нашей страны. Аслан Бжаня прокомментировал и ситуацию с открытием абхазо-российской границы. Если эпидемиологическая обстановка в Краснодарском крае за это время не ухудшится, то у нас будут основания для того, чтобы открыть границу для организованных групп туристов с 15 июля текущего года. Открыть границу в одностороннем порядке эффекта не даст. Поэтому мы обратились к руководству России, в частности к премьер-министру России. Все это там изложили и ждем реакции. 2 фактора для того, чтобы мы приняли туристов. Первое – благоприятная эпидемиологическая обстановка в Краснодарском крае. Раз. И открытие границы 15 со стороны Российской Федерации. Мы готовы принять при соблюдении вот этих условий. В рамках длившейся более часа онлайн-конференции Аслан Бжаня ответил на более чем 25 вопросов, касавшихся самых разных сфер развития государства. На Алакове, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.
Специалистами Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии выявлены факты неправомерной транзакции и обналичивания денежных средств с недвижимых счетов клиентов банка умерших пенсионеров со стороны операционистов дополнительного офиса Сбербанка Абхазии. Так, за период с декабря 2018 года по май 2019 года должностными лицами отделения банка были присвоены денежные средства на общую сумму более 1 миллиона 800 тысяч рублей. Материал по данному факту для принятия процессуального решения переслан в Генеральную прокуратуру республики. Руководством Сбербанка Абхазии была инициирована проверка дополнительного офиса, в результате которого службой внутреннего контроля были выявлены факты хищения денежных средств, которые в последующем были направлены в Генеральную прокуратуру с целью возбуждения уголовного дела. Вышеуказанные сотрудники на данный период времени уволены со Сбербанка. Служба внутреннего контроля реагировала на списание денежных средств и проводила постоянную проверку, в результате которого факт хищения был уже подтвержден. Премьер-министр Александр Анкваб сегодня провел совещание с министром здравоохранения Тамазом Цахнаки и заведующей отделением гемодиализа Республиканской больницы Ириной Андреевой по вопросу организации оказания помощи больным с острой и хронической почечной недостаточностью. Об этом сообщает пресс-служба правительства. С начала работы специализированного отделения с 2012 по 2020 годы количество больных, нуждающихся в процедуре диализа, возросло с 15 до 63 человек. Для оказания помощи таким больным ежегодно утверждается государственная программа, которая финансируется из республиканского бюджета в объеме 60 миллионов рублей в год. Затраты Минздрава для проведения одного сеанса диализа примерно равны 5000 рублей. Как отметил премьер-министр, для беспрепятственного проведения амбулаторного гемодиализа Минздраву необходимо пересмотреть принципы организации терапии. Важно, чтобы эта программа вошла в разряд особо важных мероприятий здравоохранения. Необходимо продумать создание резерва препаратов и расходных материалов для своевременного оказания помощи больным, пояснил Александр Анкваб. Сегодня же Александр Анкваб встретился с министром культуры Гудисой Агарбой и их заместителем министра Динарой Смыр. Речь шла о ведомственном плане работы, о процессе оптимизации программы мероприятий по причине переориентации расходов бюджетных средств в первую очередь на социальную сферу. Так, некоторые мероприятия утвержденного на 2020 год плана будут перемещены в план будущего года. При этом, к примеру, мероприятия в честь памятных дат будут реализованы в этом году, однако в ином, более узком формате. Что касается плана гастрольных концертов творческих коллективов в районах Абхазии, то, как отметил Гудиса Агарба, его можно и важно реализовывать в полном объеме при условии благоприятной эпидемиологической обстановки. Состоялась рабочая поездка торгового представителя Абхазии в России Олега Барцыц в Орловскую область, в ходе которой торгпред осмотрел крупнейший в области мусороперерабатывающий завод. В рамках встречи с руководством предприятия Олег Барцыц отметил сложную обстановку в экологической сфере Абхазии в связи с отсутствием в стране мусороперерабатывающего предприятия и системы управления отраслью ТБО в целом. Олег Барцыц сообщил о решимости абхазского правительства начать работу в этом направлении. Глава Союза «Национальный экологический корпус» Тимур Усманов и генеральный директор «Экосити» Юрий Парахин выразили готовность оказывать абхазской стороне широкую поддержку в технологической, консультационной и иных сферах. 10 золотых и 1 серебряная. Сегодня в Большом зале Кабинета министров Абхазии состоялась торжественная церемония награждения выпускников-медалистов общеобразовательных школ республики. Подробности в нашем следующем репортаже. Окончание школы – это всего лишь начало для юношей и девушек совершенно нового и яркого жизненного пути. Молодые люди вступают во взрослую жизнь и принимают эстафету своих родителей в ответственности за свое будущее и за будущее нашей страны. В этом году стены родных школ покидают 1790 ребят. В их числе 64 отличника и 11 медалистов. С успешным окончанием школы медалистов поздравил министр просвещения и языковой политики республики Инал Габлия, который в своем выступлении подчеркнул важность получения качественного образования в разных сферах строительства сильного государства. Акыр япсау аучтым тача. Бук псыкала и хюдесна галета школа алгара.
Схы иақәиҭу, иҳазгәакьоу ҳаԥсадгьыл Аԥсны адаҟьа ҿыцқәа азаартра, ахьӡ-аԥша азышьҭыхра. Шәыгәҭакқәа рыднагӡаразы хьаҵра ҟамҵакәа шәаныла аԥсҭазаара ҿыц амҩаду. Ишәылаз ауаҩра, ишәмырӡын аламыс. Еснагь игәцаракны ишәымаз шәмилаҭ ахаҿра аԥсуара. Акыр иаԥсоу ашкол аушьҭымҭацәа. Ишәхашәмыршҭын, аиааирахь шәымҩақәа назыгӡо адырроуп. Адырроуп шәыԥсадгьылгьы ахәра зырӷьо. Шәабацәа рыдгьыл иахҭнырҵахьоу шәдырроуп. Ижәдыруаз аԥеиԥшгьы захьчо шәара шәоуп. Аԥсны шәаҵеимшны шәҟалааит, мҩамш шәықәлааит. Поздравить лучших учащихся Абхазии в большой зал Кабинета министров пришел вице-президент Бадра Гунба, который зачитал поздравления от президента Аслана Бжания. По доброй традиции мы чествуем лучших учеников Республики Абхазия. Издавна золотом и серебром отмечали самое лучшее, что есть в стране. 11 выпускников из более 1700 получили медали. Дорогие выпускники, сегодня вы получили награды за трудолюбие, терпение и знания. От всей души хочу пожелать вам не останавливаться на этой победе, не прекращать верить в себя, приближаться к самой большой мечте. Медалями за успехи и трудолюбие удостаиваются лучшие учащиеся. В этом году ими стали Рафида Ануа, Сатик Вициния, Кристина Чамба, Лев Абгадж, Глеб Аджба, Илана Агарба, Леон Шамба, Дамей Хагба, Рада Сагария и Камила Абиджба. А Данил Квициния удостоился серебряной медали. В своих выступлениях ребята благодарили родителей, учителей и обещали оправдать все ожидания. Благодарность всему педагогическому коллективу Пицунской средней школы номер 2 в лице ее директора Какалия Георгия Борисовича за труд, вложенный в меня. Благодаря его поддержке и поддержке всех учителей я смогла добиться таких результатов. Торжественная церемония вручения золотых и серебряных медалей по традиции закончилась теплыми объятиями, счастливыми улыбками, слезами радости и печали от прощания с любимой школой. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает, что за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 168 граждан. Диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден. Сегодня из обсервации в столичном доме отдыха «Айтар» выписано 2 медиков. На данный момент здесь нет более граждан, проходящих карантин. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них 3 граждан находятся в Гудаутском госпитале, 34 человека выздоровели. 10 июня завершился первый этап конкурса «Гордость Абхазии». Специальная комиссия составила первый рейтинг участников проекта. Из более чем 150 поданных заявок были отобраны 50. Каждый член конкурсной комиссии, которая состоит из 12 человек, выставил участнику баллы от 1 до 10. Оценивалось качество резюме и предложений, озвученных конкурсантами в видеоэссе. Итоговый балл формировался за счет выведения средней оценки членов комиссии. На основе второго рейтинга в финал пройдут 25 участников, которые затем войдут в состав кадрового резерва президента Абхазии. Также для финалистов предусмотрены стажировки и программы повышения квалификации в России. Созданы условия, чтобы мы могли объективно оценить каждого участника этого конкурса по системе онлайн. Конечно, это субъективное мнение. Понимаете, мы разные поколения, эти ребята молодые, у них более современное образование, другое видение. Мы как бы другое поколение, но тем не менее мы постарались быть объективными, видеть не только то, что они говорят, а видеть тех, кто говорит, понимаете, поэтому постарались, все было максимально прозрачно, максимально, я думаю, непредвзято, и поэтому, если даже кто-то не попал в этот конкурс, это еще ни о чем не говорит. Мне очень приятно, что приняли участие именно Гальского района ребята, вот яркие ребята, очень идеи хорошие, не такие, не из мира фантастики, а реальные, прикладные, которые можно реализовать. Вот.
Потом я смотрел региональные тоже, кто больше активность проявил. Ну вот в основном Сухуми и Восточный регион больше проявил в этом вопросе активность. Хороший потенциал у нас, такая молодежь, хорошая, образованная, мыслящая, за которым будущее Абхазии, им строить, им доделывать, исправлять то, что мы не доделали, то, что мы провалили. Поэтому это просто радует. Вообще, еще раз хочу остановиться на организаторах этого мероприятия, на тех, кто это реализовал, эту идею. Всем большое, огромное спасибо. И я думаю, это будет какой-то результат. Ровно месяц назад на площадке информационного портала Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса был запущен онлайн-проект по изучению абхазского и абазинского языков. Одна из его главных задач – охватить широкую аудиторию, дать возможность всем представителям абхазо-абазинской диаспоры изучать родной язык вне зависимости от места их проживания. Проект рассчитан на 2 года. Он включает в себя 3500 слов, что составляет 95% употребляемых в ежедневной речи общих фраз и предложений. Аудио на абазинском языке озвучивает наш соотечественник из Карачаева-Черкесии Георгий Чекалов. На абхазском – руководитель инфопортала ВАК Амина Ласба. Идея создания подобного языкового проекта появилась давно. Нам хотелось создать что-то довольно простое, ненавязчивое, но при этом позволяющее пользователям наших социальных сетей изучать фразы и предложения на абхазском и абазинском языках. Главная сложность заключалась в том, чтобы придумать такой формат, который не просто бы обучал 2 языкам, абхазскому и абазинскому, но был бы доступен и понятен представителям нашей абхазо-абазинской диаспоры, которые живут в разных местах в мире и говорят на разных языках. Таким образом, вот уже месяц у наших пользователей есть возможность ежедневно получать короткие видеоуроки с простыми фразами и предложениями на абхазском и абазинском языке, которые имеют аудиосопровождение, также с переводом на турецкий, арабский, английский и русский. В основу учебного материала легли наработки представителя черкесской диаспоры, который живет в США, Джонти Ямиши, который много лет занимается языковыми программами. Точно так же переводчики инфопортала ВАК решили на безвозмездной основе принять участие в проекте. Это наши переводчики Алина Ажба, Мухаммед Куашба, Элис Аргун, Артур Гагулия и Беляль Хасароков. Совсем недавно наш проект поддержала одна из самых успешных языковых школ Москвы, Capital School Center, основателями которой являются наши соотечественники Ирина Цушба и Ролан Агарба. И благодаря этому сотрудничеству теперь наши видеоуроки будут публиковаться не только на площадках, интернет-площадках инфопортала Конгресса, но также на всех интернет-площадках школы Capital School Center, аудитория которой достигает около 10 миллионов человек, а подписчики достигают 1 миллиона. В Центральном выставочном зале столицы открылась выставка под названием «Сухум. Праздник, который всегда с тобой», приуроченная ко Дню города. Экспозиция, организованная Союзом художников Абхазии, объединила работы абхазских живописцев XX века и произведения современных авторов. На выставке представлено 49 картин, связанных с древней историей и культурой города. Все подробности в репортаже наших корреспондентов. Если бы я пожил в Абхазии хотя бы месяц, то, думаю, написал бы с 50 обольстительных сказок. Из каждого кустика, со всех теней, с моря и неба глядят тысячи сюжетов. Писал знаменитый Антон Павлович Чехов во время своей поездки в Сухум в 1888 году. Город с древнейшей культурой и историей во все времена вдохновлял множество поэтов, писателей, философов и художников. И сегодня уже наши современники продолжают эту традицию. Вдохновлением является наш город, который мы любим и который нас постоянно, как сказать, опять же вдохновляет на создание бесконечных работ. Представлены 2 работы, виды старого Сухума. Одна работа – это вид на улицу Шотландская, и вторая работа – вид на комплекс старых домов на набережной Махаджиров. Попыталась передать сухумский колорит, свежесть, настроение города. Экспозиция объединяет работы художников разных эпох и дает возможность полюбоваться улочками старого Сухума и прогуляться по современным местам столицы.
проходит тема Сухума довоенного. Видите, здесь несколько работ. Ярким украшением выставки стали работы Александра Семенцова, творчество которого было тесно связано с Абхазией. Часть работ известного сухумского художника была безвозвратно потеряна во время войны. Оставшиеся картины бережно хранит его дочь Елена. 4 работы Александра Семенцова. Вот это вот главная работа 1981 года в кафе «Амра». Вы же знаете, что это было известное легендарное сухумское место, где в те времена праздник просто был таким ярким, и все художники собирались там. Это работа моего папы, и следующая графика с видом на Амру из легендарного места Брехаловка. Оно тоже довольно-таки праздничное в сегодняшние дни. Выставка «Сухум. Праздник, который всегда с тобой» приурочена ко Дню города, который традиционно отмечается в первую субботу июля. В этом году праздничная дата выпала на 4 июля. Сегодня очень приятно видеть историю нашего города, которая была перенесена на полотно. Я хочу поблагодарить в связи с этим наших художников, которые нам сегодня показали наш город в старом ее стиле и наш город в ее новом стиле. Выставка продлится до 28 июля, поэтому у всех желающих есть возможность увидеть прекрасные работы абхазских художников своими глазами. Эсма Голанзе, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. На столичной набережной ведется активная работа по облагораживанию территории. Ранее в ходе инспекции мэр столицы Беслан Эшба распорядился заменить деформированную из-за корней деревьев плитку. По словам заместителя главы администрации города Автандила Сурманидзе, территория парка на набережной, которая является самой большой в центральной части города, также будет приведена в порядок. Набережную часть, начиная от поворота маяка, здесь у нас была проблема, как вы знаете, корни плитки поднимают, а наши горожане по вечерам в последнее время очень активно начали спортом заниматься, и молодые, и в возрасте. Это нас радует, и мы решили все это поднять, порезать корни и плиты, как полагается, посадить на место, чтобы удобно было по вечерам здесь ходить. Парками тоже будем заниматься. Вы как знаете, парк «Сказка», первый этап работы мы там закончили. Сейчас у нас там начнется второй этап. Это облагораживание, укладывать будем плитки, красивой реставрации фонтана, лавочки будут стоять, освещение будет. У нас есть планы, недавно структуры все досмотрели парк, где деревья сухие, где можно обрезать ветки. Мы все хотим этот порядок привести. В последнее время здесь очень много людей, разные мероприятия проводят, и спортсмены приходят. И так что я думаю, что этот парк приведем в порядок. Все структуры слаженно работают. Это спецавтохозяйство, это зеленое хозяйство, это горсвет. Ребята очень оперативно и сообща работают. Это как бы облегчает эту работу, все эти мероприятия быстро проводить. Ассоциация инвасодействия совместно с Департаментом по управлению транспортом и Организацией дорожного движения столичной администрации при поддержке МВД реализуют проекты по перепроектированию улиц. Главная цель такой совместной работы – устроить парковочные места для людей с ограниченными возможностями. Смотрите репортаж пресс-службы администрации города Сухум. Основные элементы, которыми занимается рабочая группа, это комфортно устроенные парковочные места, пешеходные переходы с островками безопасности. Одним словом, делается все для того, чтобы сделать движение в городе безопасным и комфортным для всех граждан. В целом решаются вопросы организации безопасности дорожного движения на примере мирового опыта. У нас уже не первый год такое активное сотрудничество с городскими властями в части проектов, связанных с доступностью. В этом году мы встретились с вновь назначенным мэром Бесланом Эшба, обсудили всю повестку, по которой мы работали прошлые годы, нашли полное взаимопонимание. Основные элементы, над которыми мы сейчас работаем, они связаны с перепроектированием улиц. Это парковочные места, это, пешеходные переходы, которые мы предлагаем городу иным образом организовывать, применять передовой мировой опыт для того, чтобы наши улицы становились более безопасными. Мы начали с парковок.
для маломобильных граждан. У нас есть ребята, которые ограничены в передвижении, которым нужны эти парковки. Вот сейчас такие парковки появились, значит, по городу. Их уже сколько? 4-7 будет, по-моему, еще несколько. На сегодняшний день на центральном рынке и на столичной набережной организованы места парковки для людей с ограниченными возможностями. Нарисовали значок, знаки стоят, но все равно не останавливает. Ну да, я понимаю, у нас может быть мало места, где припарковаться, но 100 парковочных мест вокруг рынка, больше 100, наверное. 2-3 парковочных мест для инвалидов же можно освободить как-то, чтобы никто не заезжал. Я же не могу за 2 квартала пойти припарковаться, потом и на коляске сюда вернуться. И как-то вот хочется, чтобы сознательность у наших водителей была, чтобы увидели значок, там нельзя парковаться. На набережной мы увидели, что из 3 парковочных мест для лиц с ограниченными возможностями 2 было занято. Такая же картина сложилась и на центральном рынке. Почему вы поставили машину там, где... Я вот увидел, дал задний ход, это не заметил, поставил, когда отошел, увидел. Будьте внимательны. К сожалению, у нас до сегодняшнего дня, можно сказать, организованных парковочных мест для лиц с ограниченными возможностями в городе Сухум не было. Это очень плохо. В администрации города Сухум, в Министерстве внутренних дел и в самой организации для лиц с ограниченными возможностями создана рабочая группа, в которой обсуждаются и решаются проблемные вопросы с парковочными местами, с самой организацией безопасности дорожного движения. Говорить о культуре парковки и вождения транспортных средств нашими гражданами, она очень низкая и очень плохая. Необходимо для людей доносить, для чего это парковочное место здесь создано, какие цели у него. Наши граждане, к сожалению, мы им не дали такой возможности разъяснить и пояснить. Образовательная часть, к сожалению, у нас оставляет желать лучшего. Специальные полосы определяем. Убедительная просьба для всех наших горожан, для всех автолюбителей определять определенные места для маломобильных людей, не занимать, просто быть чуть-чуть внимательными. Я паркую свой автомобиль на местах парковочных, обращайте, пожалуйста, внимание на то, что нарисовано или какой знак стоит у этого парковочного места. Команда, работающая над изменениями организации безопасного движения в столице, призывает граждан отнестись внимательнее к местам парковки для маломобильных граждан. Элана Какаля, Давид Давидсбах, специально для Абхазского телевидения. Высокий уровень ультрафиолетового излучения ожидается в Абхазии с 3 по 5 июля. Индекс ультрафиолетового излучения считается от 0 до 11 баллов, а в республике в эти дни прогнозируется от 8 до 9 баллов. По словам метеорологов, индекс ультрафиолетового излучения очень влияет на здоровье человека. Воздействие излучения зависит от температуры окружающей среды. Чем больше температура, тем больше потенциальной угрозы ультрафиолетового излучения. Средняя июльская температура должна быть 20-22 градусов, в то время как последние 2 года она составляет 24 градуса. В основном погодоопределяющим фактором в июле являются местные циркуляционные процессы, или их еще называют термические явления, термический циклон или нефронтальный циклон, который определяет погоду. Плюс к нему добавляется гребень тепла с юга. Идут усиленный вынос, так скажем, не просто вынос тепла, а усиленный вынос тепла с тропических районов земного шара, то есть с юга к нам. И накладывает, конечно, влияние на погоду Абхазии. Поэтому гребень тепла, который сейчас влияет на нас, с высоким уровнем ультрафиолетового излучения. Сейчас в июле угол падения солнечных лучей очень высокое. И по-разному оно может проявиться, вот этот индекс может проявиться, потому что там, где открытая местность, там всегда больше лучей. Поэтому на солнце, конечно, безусловно, жарко, выходить это очень опасно. По сообщению Гидромедцентра, в выходные дни на территории Абхазии ожидается ночью переменная облачность, с местами туман, дымка, днем малооблачная, удушливо, жаркая погода с высоким уровнем ультрафиолетового излучения. Температура воздуха ночью плюс 19-24, днем 29-34, температура морской воды плюс 25. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.